Глава «Соборование». Протоиерей Александр Фисун. Книга «Сквозь тернии к Богу. Духовный путь православного священника». Просматривая журналы Московской Патриархии для составления синодика об упокоении упомянутых в нем почивших, я обратил внимание на один некролог. В одном из журналов за 1982 или 1983 годы была помещена статья о недавно почившей схимонахине. Она много лет подвязалась в монастыре. В преклонные годы тяжело заболела и скончалась. Меня очень удивило, что 2 месяца до кончины она ежедневно соборовалась. Удивило потому, что в семинарии нас учили, что собороваться можно 1 раз на протяжении одной болезни, а тут 2 месяца ежедневно. Я сделал вывод, что соборовать можно часто, в предельном случае ежедневно. В монастыре не стали бы делать чего-то противоречащего церковным правилам. И возник вопрос, зачем это делали? Что это давало болящей схимнице? Ответа я не нашел, но в памяти осталось. Через некоторое время пришел ко мне молодой человек и рассказал свою историю. Звали его Эльдар. Он родился в мусульманской семье. Хорошо учился в школе, после школы поступил в институт в Москве, там увлекся йогой. Затем пошли наркотики. Кончилось тем, что стал инвалидом по психическому заболеванию. Помрачение разума полное. Ходил по улицам Грозного без всякой цели и не мог найти покоя. Иногда помрачение рассеивалось, раз прояснялся, и он пытался найти путь к исцелению. Обращался к муллам. Они молились, давали талисманы, но ничего не помогало. В один из моментов просветления от безысходности пошел в православный храм с намерением покреститься. Людей было много, стал в очередь, записался на крещение, и его покрестили с именем Элизбар. Это было за год до моего приезда в Грозный. Ему ничего не сказали о православной вере и о том, как должен жить христианин. Покрестился и пошел домой. Сразу после крещения у него туман в голове рассеялся, и он почувствовал себя полностью здоровым. Счастье его продолжалось около месяца. Потом туман вновь заполнил голову, и болезнь вернулась. В очередной момент просветления он пришел в храм просить совета и помощи. Я долго говорил с ним, потом дал ему почитать православный катехизис, и мы договорились на следующий день встретиться. Но на следующий день и позже он не пришел. Начался очередной период обострения болезни. Через долгое время, в праздник крещения, он пришел снова. Вид его был довольно страшен. Лицо красное, возбужденный, накачанный наркотиками. Тем не менее, просил меня помочь. И я решил испробовать частое соборование. Сказал ему, что будем молиться неделю. Зная, что он привык к голодовкам при занятиях йогой, предупредил его, что кормить не буду, только давать святую воду. Он был согласен на все. Жил я тогда в церковном доме при храме. Оставил его дома в маленькой комнате и лег сам. А он, возбужденный, не может уснуть, ходит, шумно дышит. Зашел в мою комнату, наклонился над кроватью. Мелькнула мысль. И придушить может, ему это ничего не стоит. Элизбар был большой и сильный. Но понадеялся, что Бог защитит, и спокойно уснул я. Утром просыпаюсь, он все такой же возбужденный. Я его 2-й раз пособоровал и дал выпить крещенской воды. Он упал и сутки проспал. На 2-е сутки уже было легче. Я его опять пособоровал. В этот раз он так вспотел, как будто его водой облили. Но стало ему еще легче. И так день за днем все легче. Где-то на 3-й или 4-й день он вспомнил про родителей и позвонил домой. Родители страшно обрадовались. Пусть православный священник, но раз пытается помочь, то и хорошо. Давай, батюшка, занимайся. Где-то на 4-й или на 5-й день я его немножко покормил. И так неделю мы с ним прожили. Он полностью пришел в себя, стал абсолютно нормальным. С удивлением, как ребенок, говорил мне: «Батюшка, я теперь читать могу». Он видел все хорошо и раньше,
но перед глазами у него буквы прыгали, он не мог их составить в слова. А тут все стало нормально, и он целыми днями читал молитвослов, акафисты читал и ходил за мной как привязанный. Куда я, туда и он. Но наши недремлющие бабушки донесли, что я занимаюсь лечением. В то время это считалось большим преступлением для священника. Уполномоченный меня вызвал и очень строго потребовал немедленно прекратить запрещенную деятельность. Пришлось отпустить Элизбара домой. Дал ему молитвослов и сказал, чтобы он каждый день ходил в храм. К сожалению, мне по какой-то надобности пришлось уехать из Грозного на 2 недели, и я не смог поддержать его. Элизбар пошел домой. В первый день ему как-то некогда было. Слишком радостно, что он выздоровел. На второй день что-то ему помешало. Пошел в церковь на 3-й день. Бабушки церковные его не пустили. «Куда ты идешь, иноверец? Нечего тебе здесь делать в православном храме. Мало ли что батюшка делал, а ты иди отсюда». Такие вот ревнители прогнали его, и он решил молиться дома. Но дома оказалось много важных дел, молиться некогда. Через некоторое время болезнь вернулась, и опять он исчез надолго. Позже я осознал свою ошибку. Я увлекся соборованием и забыл о главном. Обязательно нужно было исповедовать и причащать. Тогда выздоровление было бы окончательным. Отец Кирилл Павлов одобрил ежедневное соборование Элизбара, укорил только за то, что забыл о причастии. В дальнейшем я часто соборовал прихожан на дому, при необходимости по несколько раз, и результаты были очень хорошие. Не могу объяснить механизм действия соборования. Путем длительной практики я убедился, что многократное соборование сильно помогает при духовных повреждениях. С телесными болезнями сложнее. Они тоже излечиваются, но не всегда, и трудиться нужно дольше. Онкология, видимо, бывает разная. Изредка случаются исцеления, чаще только улучшения, а иногда вообще нет положительных изменений. В Ставрополе обратились ко мне молодые супруги. Жена болела раком и очень не хотела умирать. Они сами молились и просили моей помощи. Мне было жалко ее, и я много раз причащал и соборовал ее. Болезнь от этого несколько не замедлилась, и женщина вскоре умерла. Нельзя утверждать, что во всех случаях увеличение числа соборований приведет к исцелению. Я сам был свидетелем великих чудес Божьих после одного соборования, а святой праведный Иоанн Кронштадтский вообще не соборовал. Его краткая молитва была сильнее соборования. Дело непростое. Нельзя говорить, что количеством возместим качество. Все зависит от веры и от молитвы священника и больного. И, конечно, от воли Божией. Возможно, многократное соборование восполняет нашу слабую веру. Возможно, что повторное соборование восполняет недостающее число священников, совершающих таинство. В чинопоследовании таинства соборования сказано, что его совершают 7 священников, а в случаях, описанных мной, я совершал его 1. У меня есть еще одно предположение. В наше время идет великое наступление на православную веру. Оно тем страшнее, что замаскировано лозунгами демократии, гуманизма, общечеловеческих ценностей, свободы. Культ денег, успеха, комфорта полностью противоречит идеалам христианства. Возрастает число сектантов, оккультистов, колдунов. Духовная атмосфера общества все больше загрязняется. Давление бесовской силы на нас увеличивается, и мы должны усилить противодействие. В этих условиях нужно чаще прибегать к таинствам исповеди, причастия и соборования. Дело с соборованием продолжалось еще в Ставрополе. Там я жил в многоквартирном доме, и в этом же доме жила одна бабушка, звали ее Агриппина. Она была неверующая, никогда в церковь не обращалась. Семья была большая, и Агриппине приходилось часто стирать белье. Места для сушки белья в многоквартирном доме мало, и найти свободные веревки можно только рано утром. Она часто вешала белье по утрам. Я тоже частенько вешал белье утром, помогая своей матушке. В то время я даже имени этой бабушки не знал.
здоровались и только, ни о чем не разговаривали. Через какое-то время бабушка заболела раком, и болезнь уже дошла до того, что отказала печень и разливать желчь. Она пожелтела, это уже верный признак близкого конца. И врачи сказали дочери, что она проживет не больше недели. У Агриппины были сильные боли, и ей давали обезболивающие средства. Но они вызвали реакцию в виде чесотки, и она неимоверно чесалась, раздирала все тело до крови. И вот в этот момент дочь ей предложила: «Может, тебе священника позвать?» «А зачем? Я неверующая, мне не надо». Она говорит: «Ну вот этого, который у нас сосед, с которым ты белье вешаешь». «А, ну этого можно. Вроде как сосед, может, что и сделает». Я пришел, поговорил с ней. Выяснилось, что у нее в доме лежала Библия, но она никогда ее даже не открывала. За 83 года не удосужилась. Как много я рассказал ей о Боге, о вечной жизни, и вдруг у нее что-то в голове повернулось. Она мне сказала: «Батюшка, я верю, что ты мне поможешь». После этого я ее исповедовал, причастил и пособоровал. Она все извинялась, потому что во время соборования чесалась, разрывала все на себе. На следующий день опять исповедовал, причастил, пособоровал. Она стала чесаться меньше. На третий день чесотка прекратилась полностью, и обезболивающие стали не нужны. И так я всю неделю исповедовал, причащал и соборовал ее. У Агриппины здоровье резко улучшилось, желтизна ушла. Она в конце недели стала вставать и потихонечку, держась за стенку, выходила на кухню. А дочь была на работе. Поэтому весь день она проводила одна. Я дал ей Евангелие с крупным шрифтом. Зрение у нее было плохое, и она весь день его читала. Первую неделю я соборовал каждый день, а потом через день-два. И Агриппина уверенно шла на поправку. Все лучше и лучше. Тут мне понадобилось уехать на 2 недели, и я сказал ей, что вместо меня будет приходить другой батюшка. Договорился с одним священником, что он будет ее причащать и соборовать 3 раза в неделю. Но у нее сложилось неправильное мнение, что именно я ей помогаю, а не Бог, а другой священник якобы не поможет. И когда батюшка пришел, она отказалась. «Я буду ждать отца Александра», — сказала она. Батюшка ушел, прошла неделя, 2. Агриппина в очередной раз пошла на кухню, упала и сломала шейку бедра. В этом возрасте такого серьезного перелома достаточно, чтобы не выздороветь. В общем, когда я вернулся, мне ее дочь сказала: она уже 4 дня без сознания. Что-то бормочет, руками машет, но никакого контакта с внешним миром нет. Ну, что делать? Я пошел, решил ее все-таки пособоровать, несмотря на такое состояние. Начал соборовать. 1 раз, 2 раз помазываю. Потом где-то на 3-й раз она прекратила бессмысленное бормотание, замолчала, стала на меня смотреть. Где-то на 4-м помазании она сказала: «Батюшка, вот ты уехал, а я без тебя упала, кость сломала». И вполне здраво и разумно реагировала. Я ей опять исповедовал и причастил. Но тут уже болезнь пошла неотвратимо, и вскоре она скончалась. Не знаю, возможно ли было полное излечение, если б я не уехал, но загробная участь покойной Агриппины полностью поменялась. Она прожила большую жизнь в неверии и полном незнании Бога, без исповеди и причастия. После частых соборований она прожила достаточно долго. Все это время она каялась, молилась, причащалась, читала Евангелие и ушла в мир иной совсем другим человеком. Следующий этап, связанный с соборованием, начался после моего удаления из Крестовоздвиженской церкви. Многие прихожане успели привыкнуть ко мне и стали приходить домой с разумными вопросами. С разными, но в основном с недугами. Часто приходилось исповедовать их и соборовать. Многим становилось лучше, и поток людей возрос. Тогда я пошел к владыке и говорю ему, что храма у меня нет, а люди приходят домой, и я их исповедую и соборую. Отвечает:
Если люди приходят, не смей прогонять их. А почему ты часто соборуешь? Я рассказал ему о многих случаях благодатной помощи от нескольких соборований. Тогда владыка благословил продолжать эту деятельность. Пришлось аргументировать прием людей. Понедельник – исповедь, вторник – соборование для тех, кто исповедался. Обычно на соборование приходило около 40 человек, часто больше, столько, сколько в квартире помещалось. В те годы было много людей, пострадавших от занятий оккультизмом и лечения у экстрасенсов. Регулярные соборования приносили им облегчение или полное исцеление. Состав людей был непостоянный. Те, кто получили облегчение, переставали ходить, появлялись новые. Довольно большая группа приходила постоянно. В этой группе были здоровые люди, которым просто нравилось молиться, и были сильно поврежденные, которым соборование приносило частичное облегчение. Сейчас я знаю, что обычный священник, не обладающий особыми благодатными дарованиями, может вылечить тяжелобольных длительной молитвой. Соборование в таком случае является одной из частей молитвенного делания, не всегда главной. Тогда я этого не знал и только соборовал. Частые соборования вызывали недовольство ставропольских священников. Они считали мои действия неканоническими. Поэтому я вновь пошел к митрополиту Гидеону и рассказал ему о недовольстве священства. Он снова благословил продолжать соборование. Но владыка вел странную политику. Меня благословлял, а когда кто-то из священников жаловался, он их сочувственно выслушивал и поддерживал, но никаких действий не предпринимал. Наконец, благочинный собрал всех священников благочиния для разбора моих действий. Выслушали меня, признали мои аргументы несостоятельными и постановили просить владыку запретить мне соборовать еженедельно. Пока писали резолюцию собрания, я зашел в кабинет владыки, рассказал ему о решении собрания. Он говорит: не обращай внимания. Я говорю: но ведь благочинный и все священники против. Он отвечает: продолжай. И решение собрания благочиния осталось без последствий. Я спокойно продолжал соборовать, потому что у меня было благословение правящего архиерея и отца Кирилла Павлова. Продолжались эти соборования немного больше 3 лет и закончились из-за того, что я переехал из квартиры в частный дом. Ремонт этого дома отнял все силы, и мне уже было не до соборования. С пятницы до воскресенья я ездил в Темнолесскую. Большая группа моих духовных чад регулярно приезжала на службы. После службы оставалось много времени, и мы заполняли его молитвами, читали Евангелие, Псалтирь, Откровение Иоанна Богослова, служили молебны. В процессе этих молитв выяснилось, что одна из моих духовных чад одержима бесом. Вначале я не подозревал об этом, но длительные молитвы проявили его наличие. Конечно, я попытался его изгнать. Долго и упорно молились с ней. Бес разыгрывал классические спектакли. Были крики, стоны, обмороки и прочее. Сцены не для слабонервных. После долгих молитвенных баталий бес начал развлекать меня разговорами. Я знал, что разговаривать с бесами нельзя, и чтобы не болтал лишнего, заставлял его говорить символ веры и Псалом 90. Оказывается, он знал их наизусть, и подсказывать не нужно было. Упирался, заикался, но говорил все правильно. Такого издевательства он не вынес и изгнал меня не только из Темнолесской, но и из священства. Произошло ДТП со смертельным исходом. Я ехал на зеленый сигнал светофора, но на перекрестке из-за троллейбуса внезапно выбежала женщина. До нее было 2 метра, и остановить машину я не смог. Позднее выяснилось, что женщина ушла из семьи из-за пристрастия к спиртному. В этот день она получила деньги, собутыльник попытался их отнять, и она бежала от него, не разбирая дороги. После аварии я пришел домой, последний раз надел эпитрахиль и отслужил благодарственный молебен. Благодарил Господа за то, что Он позволил послужить Ему столько, сколько Он посчитал нужным. Потом снял эпитрахиль, наперстный крест и полностью положился на волю Божью. Ни одной мысли не было.
приготовился принять все, что Бог даст. Владыка Гидеон очень опечалился и сказал, что не знает, чем мне помочь. Послал к отцу Кириллу Павлову. Как он скажет, так и будет. Отец Кирилл выслушал меня спокойно и сказал: «Если милиция найдет тебя виновным, иди в тюрьму. Если признает невиновным, то 3 месяца ежедневно служи литургию в Валаамском монастыре». Вернулся домой и стал ожидать решения своей судьбы. Ничего не предпринимал, только молился и ждал. Вместо меня в Темнолесскую временно назначили заслуженного священника, митрофорного протоиерея Алексея Парфенова. У него не было автомобиля, я возил его на службы и исполнял обязанности пономаря. В церкви не работало отопление. Отец Алексей предупредил меня, что при наступлении холодов он не сможет служить в холодном храме по состоянию здоровья. Я посочувствовал ему, но не мог ничем помочь. Оставалось надеяться, что к престольному празднику архистратига Михаила погода будет не очень холодная. Через 1,5 месяца следствие установило мою невиновность. Я ехал по правилам и не мог предотвратить столкновение. Родственники погибшей сказали мне, что если будет суд, они будут просить моего оправдания. Но судебное дело не возбуждали. Митрополит Гидеон просил патриарха Алексия II разрешить мне священническое служение. Отец Кирилл также ходатайствовал за меня. Патриарх утвердил эпитемию, высказанную отцом Кириллом, 3 месяца ежедневно служить литургию в Валаамском монастыре и после этого вернуться к исполнению пасторских обязанностей. Я уже не надеялся, что буду вновь священником, и такой исход был для меня неоценимым счастьем. С тех пор и до настоящего времени постоянно благодарю Господа за все, что Он посылает мне. В сентябре 1993 года я поехал в Петербург исполнять эпитемию и попал в идеальные условия. В большом здании на 1-м этаже храм, а на 2-м живут насельники подворья. Там же жил и я, никаких помех для молитвы. Утром спустился в храм, послужил. После службы поднялся в келью, отдохнул и помолился до вечерней службы. И так день за днем. Об этом времени у меня остались самые светлые воспоминания. Через какое-то время рассказал наместнику монастыря архимандриду, ныне епископу Панкратию Жердеву, о положительных результатах еженедельных соборований. Он заинтересовался и благословил проведение таких соборований на подворье. Прихожанам это очень понравилось, и людей на соборование приходило много. Незадолго до окончания срока моей эпитемии произошло интересное событие. Рядом с подворьем находилась женская консультация. Одна беременная женщина имела какие-то осложнения в ходе беременности. Врачи готовились поместить ее в роддом незадолго до срока родов для кесарево сечения. По прогнозам, она никак не могла родить сама. Регулярно посещая консультацию, женщина по пути 2 раза пособоровалась. На 3-ю неделю она должна была последний раз ходить в консультацию и затем идти в роддом. Она в 3-й раз зашла на подворье, пособоровалась и пошла в консультацию. И прямо в приемной легко родила здорового ребенка. Слух об этом быстро распространился в заинтересованных кругах населения, и на соборование стало приходить много беременных женщин. Но я вскоре уехал, а без моего активного участия соборование прекратилось, потому что они не очень вписывались в монастырскую жизнь. Вернулся из Петербурга в конце ноября, после престольного праздника. В тот год рано наступили сильные холода. 21 ноября. В день престольного праздника собора архистратига Божия Михаила на улице было минус 27 градусов, а в храме минус 13. Отец Алексей служил и ночевал в храме, в той каморке, где обычно спал я. Спрашиваю ему, почему же он служил в таких условиях? Он с удивлением отвечает: а как же я мог не служить? Престольный праздник, люди же его ждали. По милости Божией он не заболел после этого. Вот пример настоящего служения. Долг превыше всего. Я приступил к службе, и вновь начались наши молитвенные бдения. Вскоре удалось купить
газовые обогреватели. Они были не очень надежные, но выручали нас в ту зиму, а потом восстановили отопление. Примерно в 1996 году я в очередной раз приехал в Троице-Сергиеву лавру к отцу Кириллу Павлову. Он не принимал по болезни. Огорченный, я стоял у двери в келью отца Кирилла. О вопросах уже не было и речи, но хотел предложить отцу Кириллу пособороваться. Келейник куда-то вышел, и я дерзнул войти в келью. Отец Кирилл лежал с закрытыми глазами. Я наклонился над ним и говорю: «Батюшка, можно вас пособоровать?» Он отвечает: «Вчера братья лавры соборовали». Я уверенно предлагаю: «А второй раз лучше будет». Он отвечает: «Приходи завтра утром». На следующее утро прихожу к батюшке. Келейник уже все для соборования приготовил. Отец Кирилл выглядит плохо. Как говорится, краши в гроб кладут. Начинаю соборование с трепетом, но дело привычное, читаю без пауз, осторожно помазываю. Закончил, даю отцу Кириллу крест. Он поцеловал крест, встает и бодрым голосом говорит: «Ишь ты какой, за 45 минут управился». И ни одного слова не пропустил. Я следил. Быстро надевает и петрохиль, и поручи, и идет принимать народ. Я счастлив. Неважно, что мне не удалось поговорить с ним. Ему стало лучше. Слава Богу. Еще раз я соборовал отца Кирилла в начале зимы 2003 года в Переделкино. В этот раз он был здоров, но не отказался пособороваться. В назначенный день меня без препятствий пропустили в домик, где жил отец Кирилл. Он был свободен. День оказался неприемный. Все необходимое у меня в походном чемоданчике. Быстро разложил все и начал соборование. Отец Кирилл стоит и внимательно слушает. На всех иктеньях после каждого прошения он поет: «Господи, помилуй». Да так красиво и каждый раз новым распевом. До этого я не слышал его пения и был поражен его музыкальностью. После соборования я спросил, когда можно будет еще пособоровать. Он сказал, чтобы и приехал я в Великий пост. Но третьего соборования не получилось. Во время Великого поста я не смог попасть на прием к отцу Кириллу и не смог дозвониться по телефону. Потом узнал, что он заболел. Несколько раз навещал отца Кирилла во время болезни. Вначале попытался попросить пособоровать его, но мне ответили, что если понадобится, то есть кому соборовать. В 2001 или 2002 году пришел ко мне человек, одержимый бесом. Звали его Александр Михайлович. Бес настолько сильно мучил его, что он время от времени приходил в психбольницу, где ему давали сильнодействующие лекарства. На какое-то время он получал облегчение, а потом все повторялось. В очередной момент обострения он решил попросить моей помощи перед отправкой в больницу. С трудом вошел в монастырь, но в храм войти не смог. Какая-то сила не пускала его. Он пошел ко мне домой и стал дожидаться меня там. Я пришел со службы, он говорит: «Помоги мне». Я отвечаю: «Я с бесами не воюю. Езжай к отцу Герману на отчитку в лавру». А он объясняет: «Нет, я не могу уехать надолго, мне там трудно одному. А жена моя болеет, я не могу ее надолго оставить. Ты мне сейчас помоги, а то мне очень плохо». Думал, чем ему помочь, и ничего не придумал, кроме соборования. Пособоровал. Ему стало чуть-чуть легче. А время еще есть, и ему все равно еще плохо. Жалко его стало, я рискнул пособоровать еще раз. Ему стало еще легче. Я соборовал 3-й раз. Ему стало совсем хорошо. Я говорю: «Приходи завтра». На следующий день я его еще 3 раза подряд пособоровал. И он уехал счастливый и радостный. Все неприятности у него кончились на длительное время. Облегчение продолжалось около полугода. Потом потихонечку все вернулось, потому что полного исцеления не было. После этого я сразу поехал к отцу Кириллу. Ведь ни один нормальный священник не сделает такого: 3 соборования в один день. Рассказываю отцу Кириллу. Ко мне обратился человек, и я его за 2 дня 6 раз пособоровал. Так никто не делает, но ему стало легче.
Отец Кирилл отвечает: ну, если легче, то и хорошо. А потом задумался, помолился, привстал, взял меня за руку и говорит: очень хорошо, очень хорошо. Я спрашиваю: значит, бесноватых можно соборовать 3 раза в день? Он отвечает: можно. Потом, зная мою ретивость, добавляет: но не более 3 раз в день. К сожалению, я тогда не расспросил отца Кирилла подробнее о соборовании, когда оно полезно и нет ли противопоказаний по числу соборований. Мой опыт частых соборований не дает мне оснований утверждать, что частые соборования всегда полезны. Я имел дело с частными случаями, нет оснований от них переходить к общему. Возможны неизвестные мне противопоказания. Благословение отца Кирилла касается только одержимых. Случай с Александром Михайловичем я хорошо запомнил, но одержимые бесами ко мне более не обращались, и я долго никого не соборовал по 3 раза в день. Иногда высказывают мнение, что соборование прощает забытые грехи. Не думаю, что все так прямолинейно зависит от числа соборований. Однако связь соборования с забытыми грехами, несомненно, есть. Вскоре после переезда в Малоярославец приехала ко мне ставропольская прихожанка, из которой я пытался изгнать бесов в Темнолесской. Она по-прежнему страдала от него и приехала в надежде получить хоть какое-то облегчение. Подолгу заниматься с ней я не имел возможности. Каждый день соборовал ее и иногда служил молебны с акафистами. Примерно на 12-й день утром она встретила меня, очень взволнованная, с тетрадкой в руках. Рассказала, что ночью ей, как на экране телевизора, показали ее грехи. Вначале показали грехи, которые она никогда не исповедовала, то есть забытые. Потом те грехи, которые она исповедовала, но Господь не простил их. Она среди ночи встала и по свежей памяти записала все. Мы немедленно приступили к исповеди. Я был поражен. Забытые грехи, которые она раньше не исповедовала, были очень тяжкими, и их было много. И это при том, что она 10 лет исповедовалась в церкви и всегда подходила на исповедь с длинными записями грехов, стараясь как можно полнее покаяться. Многократные соборования помогли ей вспомнить и исповедовать забытые грехи. То, что грехи, высказанные на исповеди, могут быть не приняты Господом за исповеданные, меня не удивило. Исповедь заключается не только в перечислении грехов. Господу нужен плод исповеди, покаяние и сокрушение о грехах. В Псалме 50 сказано: «Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Простое перечисление грехов, как регистрация событий, не дает прощения, даже после разрешительной молитвы священника.